Здравствуйте, Халид Салбанович. Число заразившихся коронавирусом в Татарстане за выходные очень сильно выросло. Если в пятницу мы имели 114 случаев, в воскресенье уже 213, а сегодня почти 300. С чем связан такой беспрецедентный рост заболеваемости? Распространение штамма омикрона в Российской Федерации было делом времени. И сейчас как раз мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Я уверен, что этот рост он связан именно с распространением штамма омикрон. Изменилась клиника коронавирусной инфекции. То есть вот в настоящее время пациенты, которые поступают с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, мы у них видим гриппоподобное начало заболевания. То есть высокая температура, сухой кашель, боли в горле. Коллега пошла открывать больничный и поделилась фотографией из поликлиники. Говорит, 4 часа провела в попытке открыть больничный. И что врачи сами отмечают, что вот это первый день такого масштаба наплыва. Раз доминирует не тяжелая форма заболевания, значит, в основном пациенты будут обращаться именно в поликлинике. Поэтому значительно возрастет нагрузка именно на первичное звено здравоохранения, именно на поликлинике. Поэтому то, что вы показали, здесь я не удивлен. Как раз штамм омикрон, он в основном вызывает по предварительным данным менее тяжелую форму заболевания, но здесь необходимо оговориться, речь идет о привитых людях. Как поведет себя штамм омикрон в организме непривитых, пока мы этого не знаем. Что делать заболевшему человеку? Бежать ли в поликлинику, вызывать ли врача на дом? Если человек заболевает коронавирусной инфекцией, нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу за медицинской помощью, врачу поликлиники, например. Если же у пациента отмечаются какие-то тяжелые проявления заболевания, да, то есть там высокая температура, например, или одышка, нехватка воздуха, то здесь уже необходимо вызывать скорую помощь для того, чтобы госпитализироваться по экстренным показаниям. Тем, кто не привился, порекомендую прививаться, если нет противопоказаний для этого. Можно ли сегодня делать какие-то прогнозы касательно вот этой волны омикрона? Когда пик, когда пойдет на убыль? Мы находимся только в начале пути, в периоде подъема заболеваемости. Это точно продлится несколько недель, может быть, несколько месяцев. Поэтому в течение вот этого времени ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами противоэпидемической безопасности. Я еще раз напомню, это ношение масок, это соблюдение социальной дистанции, это личная гигиена. Когда пойдет на убыль, это покажет время. Спасибо большое за подробное интервью. Всего вам доброго. Спасибо. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.